Новый день начинается с капучино на Радио Миллениум. Юлия Парфенова, Рената Солнечная и Дмитрий Колесник. Как обещали, друзья, ровно в 9:04 на студийных у нас в студии появился тот самый человек, которого я лично ждала уже с самого утра. Это Сергей Леонидович Васильев. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Доброе утро. И у нас прямо сейчас эфир на правах рекламы. Сергей Леонидович – аранжировщик, известный саксофонист, талантливый дирижер не только в Республике Татарстан, но и далеко за его пределами распространилась и власть его музыки. Его голос редко слышно, обычно видно его движения, грациозные, размашистые. Васильев Сергей Леонидович возглавляет филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан. Это один из старейших джазовых оркестров России, между прочим, достойный преемник легендарного джаз-оркестра Олега Лундстрема с 2018 года. Ранее, кстати, с 2005 был солистом Сергей Леонидович, а затем и концертмейстером музыкальной группы Сергея Жилина «Фонограф Джаз Бенд». И прежде чем мы приступим к обсуждению темы, конечно же, хотелось бы сообщить всем нашим слушателям, что Татарская филармония приглашает на 9-й международный фестиваль «Джазовая Казань», а именно 3 ноября филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан и уральский Диксиленд Игоря Бурко. 11 ноября оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, прошу прощения. И 19 ноября филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан и София Ацбеха-Нега. 0+, друзья. Да, так что можно с детками говорить. Мы сегодня будем, конечно же, о фестивале «Джазовая Казань» с нашим потрясающим гостем. Сергей Леонидович, знаете, вот посмотрели, даже сами названия уже как-то вот прям зазывают, и хочется бежать, хочется уже подбирать какие-то красивые образы и туфельки для того, чтобы посетить сие мероприятие. То есть на все 3 концерта ты в разном? Конечно. Конечно, Как настоящая истинная девушка. женщина, конечно. Естественно. Даже с разными укладками, я тебе скажу. Сергей Леонидович, с вашим приходом филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан стал невероятно успешным. В чем, собственно, ваша таблетка успеха? Расскажите нам. Поделитесь, слейте все секретики. Ну, я должен сказать, что эта таблетка не только моя. То есть, конечно же, это работа всего коллектива. И коллектива не только оркестра, коллектива и филармонии, конечно, потому что создана потрясающая, уникальная инфраструктура для того, чтобы оркестр развивался. Я всего лишь не мешаю своим музыкантам быть классными артистами. Слушайте, ну согласитесь, не мешать, это надо уметь. Ну, в общем-то, да. Но, понимаете, мне очень просто в этом плане, потому что я всю свою жизнь был музыкантом оркестра. Сначала просто музыкантом, потом солистом, потом концертмейстером. Поэтому я точно знаю, что самое главное — это ставить те задачи, которые музыканты понимали бы. То есть они должны понимать, для чего мы, например, проигрываем тот кусок или другой там, раз за разом. То есть они должны понять, для чего они это делают. И тогда все будет здорово. А как-то вы мотивируете музыкантов в этом еще направлении, да? Ну, то есть мы понимаем, например, да, нам нужно отточить это для того, чтобы покорить слушателя в том, в 3-м, 10-м. Ну, но у меня это и так хорошо получается, а вот у других не очень, но вот почему я именно должен? Я вас уверяю, что такими категориями никто не мыслит, покорить сердца слушателей. Вы знаете, музыка, она сама мотивирует. То есть представьте, что вы слышите классную мелодию, вы хотите ее сыграть. И хотите ее сыграть как минимум не хуже того, что вы услышали. Вот это и есть главная мотивация. Это острое желание, что исходит изнутри. А я вот хотел бы напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете нашего гостя Сергея Леонидовича очень внимательно, потому что из его информации вы можете почерпнуть много нового и, более того, выиграть сегодня билеты, которые мы разыграем благодаря тем вопросам на основании той информации, которую мы получим. Кстати, да, так что следите за эфиром, потому что после мы объявим условия розыгрыша в наших социальных сетях. Да, и будет шанс поучаствовать, получить эти потрясающие билеты. Чтобы было на чем отправиться на эти потрясающие концерты, прямо сейчас полезная информация на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу ООО «Канавто 7», официальный дилер «Черри Канавто» Тукаев в Казани. Здесь большой склад автомобилей «Черри» всегда в наличии. Приезжайте на Тукая 115, корпус 3 и выберите свой автомобиль «Черри».
Итак, Там как еще мы уже- парковка, кстати говоря, Конечно. рядышком с филармонией есть, и по выходным она бесплатная. Сразу чувствуется автомобилист. Да, и мы знаем, что 3 ноября у нас первый, собственно, концерт, так как мы уже узнали, что в ноябре в Татарской филармонии пройдет международный фестиваль «Джазовая Казань». Хотелось бы узнать, в чем уникальность этого фестиваля. Да, понятно, что каждое, наверное, джазовое Почему мы должны выступление пойти? уникально, в принципе, да, но вот именно этого фестиваля в чем особая соль? Но дело в том, что, конечно же, на джазовом фестивале самое главное это то, что там царит, можно сказать, госпожа импровизация. Немножко так по-литературному сказал, но как есть, так уж и есть. И, задайте себе вопрос, чем уникален рассвет или закат? Да тем, что он никогда больше не повторится. Так и здесь. Вы станете свидетелем того, Как что творится создастся история. именно в эту секунду, в этот момент. И поэтому обязательно нужно прийти, чтобы насладиться этим. Вы знаете, часто бывает такое, что зрители уходят после концерта и спрашивают, как, очень здорово, все понравилось, а что именно? И здесь человек затрудняется сказать, что именно ему понравилось. Просто это фактически, попадая на такой концерт, и если все сделано правильно, то ты попадаешь в некий транс. То есть тебе нравится то, что происходит, и ты даже не хочешь это разбирать на молекулы, не хочешь понимать, что именно тебе нравится. Тебе просто нравится. Ты здесь, сейчас, или, как принято говорить, ты в моменте. О, Сергея потрясающе. Леонидовича мы могли увидеть в российских телеканалах, в известных проектах, таких как «Две звезды», «Танцы со звездами», «Можешь спой», «Достояние республики». А сегодня вы можете услышать его здесь у нас, на радио «Миллениум». Сразу после небольшой музыкальной паузы мы продолжим нашу познавательную беседу. Так. Кто еще не проснулся? Бодрое утро на радио Миллениум. Юлия Парфенова, Рената Солнечная и Дмитрий Колесник. Это утреннее шоу «Капучино» на радио Миллениум. Друзья, мы продолжаем наш эфир на правах рекламы. Сегодня у нас в гостях Васильев Сергей Леонидович. Это аранжировщик, известный саксофонист, талантливый дирижер не только в Республике Татарстан, но и далеко за его пределами. Мы тут за кулисами поговорили о том, как же здорово было принимать участие на протяжении многих лет в известных громких телепроектах, как это круто работать вживую, большим оркестром. Но сегодня мы все-таки хотели бы углубиться в те мероприятия, что у нас пройдут 3, 11 и 19 ноября. Да, и подходим мы к международному фестивалю «Джазовая Казань», точнее, мы уже практически в нем, и 3 ноября состоится грандиозное открытие фестиваля с участием 2 потрясающих, больших, классных коллективов. Уральский Диксиленд Игоря Бурка, город Челябинск, и филармонический джаз-оркестр. Что нас ждет? Какие сюрпризы? Вот прям готовиться к чему? Понятно, что мы уже идем, это как бы даже не обсуждается, но к чему готовиться? Может быть, надо, не знаю, носовые платки с собой набирать, рыдать, поменьше макияжа или водостойкую тушь. По поводу макияжа я точно сказать не решаюсь. я тебе рекомендую без каблуков приходить. А вдруг Отплясывать? Конечно. Мало. Нет. Но зато если у вас есть каблуки, их можно эффектно снять. Ну да. Да. Но душа Как приятно отправится в слышать пляс это, когда вы точно. смотрите это, говоря мне. Я хотел просто как будто раскрыть вам глаза, для чего вообще эти каблуки нужны. Я понял. Взять, покрутить Хорошо. каблучком над головой в такт музыки. Так, Ну- давайте к нашим вопросам. Так, ну что ж, я хочу сказать, что, конечно, этот концерт будет уникальный, как и все концерты этого фестиваля. Дело в том, что Уральский Диксиленд — это действительно один из старейших коллективов нашей страны, и он как раз специализируется на классическом, так называемом аутентичном джазе. И это будет, конечно же, весело и здорово. Хулиганский будет, что ли, такой, да, какой-то контент? Вот представьте музыку Нью-Орлеана. Да, вот, то есть бесконечное веселье и танцы. В общем, все как вы любите. Да. Получается. А откуда вы знаете все, что я люблю? Потому А как... ты думаешь, тебя никто не слышит? Вот уже. Какую-то больше. Вот, и второе отделение уже мы будем играть, это уже будет традиционный джаз, то есть звучание большого оркестра, биг-бенда, и поэтому человек, который придет на этот концерт, он сможет услышать и совсем традиционную, аутентичную джазовую музыку, и уже, скажем, более современную, прогрессивную. Так, значит, 3 ноября филармонический джаз-оркестр Республики Татарстан и Уральский Диксиленд Игоря Бурко. А во сколько А начало? вот 11 ноября у нас Олег
Лунгстрем. Сначала уточним обязательно, я думаю, вся эта информация есть на сайте. Но вот интересует Олег, и все-таки пребывание в городе Казань такой звезды, как Олег Лунгстрем, это большое событие. Вы знаете, здесь нужно отдельно сказать, что в этом году вся общественность отмечает 100-летие российского джаза. Но для нас, для жителей Татарстана, есть еще одна не менее важная дата, а именно 75 лет с того момента, когда оркестр Олега Лунгстрема приехал в Татарстан. И, конечно же, мы каждый концерт отмечаем эту прекрасную дату. И оркестр Олега Лунгстрема в этом году приезжает абсолютно не случайно, а именно по этому поводу. И, конечно же, я всем рекомендую посещать все наши концерты, но и этот, безусловно, потому что это легендарный оркестр. Только представьте, что оркестр Олега Лунгстрема вошел в книгу рекордов Гиннесса как оркестр Серьезно? долгожителей. То есть не американцы, Да. а именно наш Наши. оркестр. То есть это оркестр, который не прекращал свое существование на протяжении всего этого времени. А сколько лет еще раз? Много. Хороший Много, ответ. Юленька, много. Долгожители сколько живут? Много. Вот и оркестр тоже много. Но будем очень надеяться, что вот ребята и дальше, они, я так понимаю, в самом расцвете Конечно. своей творческой карьеры, и поэтому еще не раз и не раз они свой же рекорд побьют. Безусловно, безусловно, мы уверены. Помимо расцвета сил, хочется сразу обратить внимание на такую звезду, как София Ацбеха Нега. Она ведь впервые появилась на проекте, как я помню, «Синяя птица». Боже, какой фурор она там произвела. И сейчас у нас у всех есть возможность увидеть, услышать ее вживую, а именно 19 ноября. Что вы можете сказать об этом концерте, что предстоит нам увидеть и услышать? Ну, в этот вечер, конечно же, главным аспектом это будет вокальный джаз. Да. То есть вокальный джаз, ну, его все любят. О, да. То есть, когда особенно это делают очень талантливо, София это действительно уникальная певица. То есть, как мы давно за ней следим, давно мечтали ее пригласить. И сейчас, после того, как она в очередной раз произвела фурор на другом проекте «Большой джаз», ну, уже все, вот последние наши доводы рухнули, и нужно обязательно это делать. И мы с большой радостью договорились с ней, обговорили уже программу. Сейчас мы подготавливаем партитуры, делаем все, чтобы этот концерт был уникальным и супер невероятно потрясающе захватывающим приключением в мир джаза. Надеюсь, мы сможем растопить казанским гостеприимством эту потрясающую звезду северной столицы. Сергей Леонидович, у меня такой вопрос, знаете, несогласованный, я так скажу. Ой, А ты бунтарь, я А я смотрю. бунтарь. А? Я люблю такие вопросы. Точнее, он такой двойной. Первое, о чем все-таки джаз именно для вас? О чем? Вы Или знаете, что это для вас? джаз... да, бунтарский Вот вопрос. Вот это умеет. да. Нет, ну, вы знаете, джаз, он, конечно, обо всем. То есть нельзя конкретизировать его. Но опять же вернемся к рассвету. О чем рассвет? Или закат? Ну, вот, к примеру, для меня все-таки джаз это вот как раз такое вот бунтарство, это проявленность, это вот какая-то вот реализация, это Вы знаете, я вот все-таки прожить в считаю... моменте. Да, я вас понял. Дело в том, что джаз для каждого свой, во-первых. Вы знаете, настолько это многогранная музыка, что хотите бунтарства, будет вам Потом бунтарство. Хотите всплакнуть, поплакать, вообще святое дело под хорошую музыку. Хотите, чтобы вас переполняли чувства, чтобы сердце ваше билось быстрее, и вы улетали куда-то в голубые небеса. То есть и это будет, конечно. Хотите что-то сложное, пожалуйста. Хотите простое, тоже, пожалуйста. И как раз вот филармонический джаз-оркестр, он этим занимается. То есть мы постоянно стараемся затронуть все стили. То есть вот недавно были концерты, пожалуйста, инструментальная музыка, авторская музыка, пожалуйста. Хотите классический джаз, пожалуйста. Хотите фанк, пожалуйста. Хотите что-то... Все мы для этого и делаем. Поэтому, если хотите узнать ответ на этот вопрос, пожалуйста, приходите на наш концерт. А еще вот касаемо этого фестиваля, да, все равно каждый раз делая какое-то действие, мы хотим донести какую-то определенную философию. Вот джазовая Казань, вот философия этого мероприятия или какая-то основная мысль, она о чем? Она о том, что джаз это для всех. Джаз для всех. Абсолютно. То есть, придя на любой концерт и из цикла концертов «Джазовая Казань», вы точно поймете, что джаз — это ваша музыка. А есть ли еще какой-то вот такой маленький вопрос? Ну, просто поскольку Казань... Ну, надеюсь, Да? бунтарский тоже. У нее по-другому не других бывает. не Мы сами не ждите. знаем, что от нее Сергей ждать порой, Леонидович, если честно.
Есть ли какие-то национальные оттенки джазовой музыки? Бывает ли вообще, в принципе, такое? Татарские, вот так сказать. Да, я понял ваш вопрос. Дело в том, что джаз, сыгранный музыкантами из Татарстана, он уже имеет свой оттенок, да, колорит. И дело в том, что совсем недавно мы выпустили диск, который посвящен полностью музыке татарских композиторов. То есть это наши аранжировки, наш современный взгляд на татарскую музыку. Там есть несколько и наших авторских композиций, и классические композиции, которые уже в наших аранжировках. И пару аранжировок, которые написал тот же самый Олег Лунстром. И, в общем, несколько классических аранжировок, несколько наших авторских композиций. И все это вы можете найти, в общем, в интернете и на нашей страничке ВКонтакте. Вот так вот. Про Ну, а который мы сейчас- обязательно чуть позже расскажем. Сразу после небольшой музыкальной паузы, во время которой, не знаю, как вы, ребята, но мне хочется задать пару каверзных вопросов. Как За же эфиром? все-таки управлять оркестром, который звучит и играет для Ларисы Долиной, для Валерия Сюткина? Сергей Леонидович может поделиться парой секретов. Юлия Парфенова, Рената Солнечная и Дмитрий Колесник. Это утреннее шоу «Капучино» на радио «Миллениум». Буквально последние минуты нашего эфира на правах рекламы. Сергей Леонидович, мы не можем вас отпустить без информации о уходите. декабре. Вот в декабре с вашим оркестром будет выступать виртуозный пианист, насколько мы знаем, джазовый певец Олег Акуратов. Фамилия-то какая красивая. Что нас ждет в программе «Джазовое дарование России»? Ну, во-первых, нужно сказать, что если вдруг по какой-то причине вы не знаете, кто такой Олег Акуратов, пожалуйста, зайдите в интернет, введите его имя и послушайте, и тогда вы сразу же все поймете. Во-первых, вы поймете, что в этот день вы придете на концерт в Татарскую государственную филармонию имени Габдуллы Тукая, а во-вторых, вы поймете, что этот концерт, точно будет уникальный, потому что специально для Олега мы подбираем программу, мы уже на связи, практически каждый день. То есть это будет точно скрупулезно подобранный материал, и плюс к тому, что, конечно же, это уникальный музыкант. Молоденький, да, такой? Тебя только это волнует, смотри-ка. Сразу гуглить начала. Да, кстати, это со знаком плюс или минус все-таки? С Гурченко еще выступал, смотрю, да? Я промолчу, я замужняя женщина. В общем, это будет действительно уникальный концерт. И поэтому что нас ждет? Нас ждет вокальная и инструментальная феерия от действительно уникального музыканта, который просто уже покорил не только Россию, Европу, и он стал лауреатом самого престижного конкурса в Америке. О, да. И поэтому... А это будет соло или он будет с оркестром? Нет, он будет, конечно, с оркестром выступать. Он поет, играет на рояле, и специально под него мы подбираем программу. То есть А он вот будет вопрос, уже... а вот для этого сыгрывания ведь нужно, да, какое-то определенное длительное, или это все-таки, несколько буквально репетиций достаточно? Вы знаете, обычно это происходит так, что солист приезжает за один день до концерта, и мы сразу же обговариваем все нюансы, и все, и проблем нет. Но бывает даже такое, что солист приезжает в день концерта, и мы просто делаем репетицию утреннюю, где тоже все нюансы, обговариваем. Это почему? Потому что вы профессионалы. Я так понимаю, просыпаться утром для вас небольшая-то и проблема, Сергей Леонидович. Безусловно. Так что спасибо, что в это утро вы посетили нас, наше утреннее шоу «Капучино». Я напомню, что сегодняшний эфир был на правах рекламы. В гостях у нас был художественный руководитель, главный дирижер филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан и один из лучших представителей плеяды молодых джазменов России, заслуженный артист Республики Татарстан Сергей Сейчас, Васильев. подожди, вот, может быть, есть какое-то последнее напутствие нашим слушателям, прежде чем мы завершим наш потрясающий музыкальный эфир? Дорогие друзья, слушайте хорошую музыку, слушайте «Миллениум», и, конечно же, не забывайте, что джаз спасет всех. Ой, как тепло стало. Потрясающе, да. Сегодня вообще теплый такой эфир.
Спасибо вам огромное. Ну, включи кондиционер, Да. будет прохладнее, но еще. Всем слушателям хотелось бы еще раз напомнить, что 3, 11, 19 ноября на протяжении 3 дней перед казанцами и гостями музыкального праздника будут выступать именитые джазовые коллективы и солисты. Не пропустите. Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая, Павлюхина, 73. Билеты ищите на всех платформах нашего города, 0+. И, кстати говоря, как и обещали, розыгрыш билетов на открытие, то есть 3 ноября, будет совсем скоро в наших социальных Не сетях. только билетов, еще и диски, между прочим, И нам даже подарят. афиши, насколько я Не понимаю. нам, точнее, а вам. Литые? Литые, да. Мгм. Поэтому переходите в наши социальные сети. Везде мы проведем розыгрыши. Следите, отслеживайте. Встретимся с вами в филармонии 3 ноября. Так и хочется сказать. Если Сергей хотите нас Леонидович, увидеть в том до числе. встречи. Да. Спасибо.